Важно правильно делать. Посмотри на смайлик. Тебе комфортно, Дамир? Да. Полностью в доспехах и защитной экипировке маленький Дамир, признается, чувствует себя железным человеком. Только в отличие от супергероя передвигаться сам не может. После перенесенного полиомиелита в 8-месячном возрасте у мальчика развился паралич конечностей. Благодаря новому тренажеру долгожданные шаги пациент делает впервые, неспешно и аккуратно. Своими ногами ходил. И тебе понравилось? Понравилось. На что это похоже? Как будто ты своими ногами ходишь. А ты часто туда будешь ходить? Да. А что тебе больше всего нравится здесь? Может, врачи? Нет. А что? Вот эта штука. Скучно Дамиру именно потому, что его дни расписаны по минутам, лечебных процедур немало. Но несмотря на это, Локомат отличается от всех остальных. Ведь в первую очередь это роботизированный ортопедический тренажер, который воспроизводит одно из самых главных и сложных движений человека – ходьбу. Реабилитационный центр стал второй точкой с современным аппаратом на всем Северном Кавказе, первый в Ростове. Хадижа Албагачиева, мама Дамира, нарадоваться такому шансу не может. Атрофичные мышцы, как бы этот ЛФК не делали, что бы ты ни делаешь, они не восстанавливаются. Это не только у моего такого ребенка. У всех, у кого есть паралич, эта проблема есть. Атрофия мышц идет. Вот поэтому мы, вот как раз я вот думала, вот в ноябре или в декабре, вот я собиралась собрать документы, чтобы поехать в эту клинику. И вот я вот сижу, жду там определенную свою очередную процедуру. Ко мне я узнаю, что привезли такой аппарат. Я даже не знала об этом. Вот реально сюрприз, прямо, понимаете? Я прям плакала, думала, это подарок от Аллаха. Я что мне вот привезли вот такой аппарат, и мне не нужно ездить в Питер из-за этого аппарата. Все остальные процедуры здесь делают. Способность снова ходить достигается путем сложных и длительных тренировок с инструктором. Пройдя все уровни двигательной активности, человек встает на ноги и учится делать шаги заново. Часто на это уходят долгие месяцы. Локомат дает возможность пациенту встать на ноги и пойти. Он помогает телу вспомнить утраченные навыки, включает в работу мышцы, которые находились без движения длительное время. Сейчас у нас был пациент после перенесенного полиомиелита, но, как мы видим, уже он пришел к нам в 3-й раз. Лучшие результаты мы уже наблюдаем по статистике. Я думаю, что мы добьемся большего и лучшего результата, если мы будем сочетать физиотерапию, ЛФК, массаж, плавание в бассейне и данную систему по локомоторной терапии. За год в центре проходит лечение свыше 700 детей. Курс терапии рассчитан на 3 недели. Нередко маленькие пациенты именно здесь делают свои первые шаги. Проходят реабилитацию дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, послеожоговые больные и пациенты с ДЦП. Несмотря на наличие других тренажеров, переоценить возможности этого просто нереально. Приобретен аппарат по линии Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии. Такой аппарат производится в городе Москва соответствующим импортным программным обеспечением. И я обратился к главе республики, к руководству республики с такой проблемой, что требуют средства для приобретения аппарата российского производства, который даст положительную динамику в лечении детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Буквально за 2 месяца мы сумели, благодаря вмешательству главы, были выделены средства, приобрести его через аукцион. И уже 3 дня, как этот аппарат уже находится в нашем центре. Пациенты фиксируют при помощи специальных удерживающих ремней и ставят на беговую дорожку. Ноги прикрепляются к ортезам специальными застежками. Тренажер – своего рода современный компьютер с индивидуальными функциями и режимами. Для работы с ним медики прошли обучение. Одни специалисты приехали, устанавливали аппарат, другие специалисты приехали, обучили. 2 врачей обучили и 2 ЛФКшников, лечебной физкультуры. Вот 4 человек обучили, и нам для этого достаточно. У нас будет взаимозаменяемость. Если одни специалисты в отпуск уйдут, на больничный, будут другие специалисты работать на этом аппарате. Огромное спасибо правительству, министерству, тем, кто выделил средства, тем, кто нам поставил этот аппарат. Этот аппарат остро необходим для детей, инвалидов с ограниченными возможностями, которые сидят в колясках. Глава Ингушетии особое внимание уделяет вопросам здравоохранения республики. При содействии Махмуда Али Калиматова в медучреждения региона завозят новое современное оборудование, что особенно важно для таких пациентов. Ведь каждый прожитый день, каждый сделанный шажок для них настоящий подвиг. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.